Через несколько минут в Национальной библиотеке ждут тех, кто хочет узнать про маршруты по Кольскому полуострову из первых уст. Клуб чувашских путешественников продолжает организовывать встречи по четвергам, а также экспериментировать с форматом. Например, приглашать чувашскоговорящих спикеров. На так называемой тестовой встрече выступил наш коллега, корреспондент и режиссер фильмов, в том числе на национальном языке, Алексей Енейкин. Он в этом году принял участие в двухмесячной экспедиции по Чукотке и Якутии. Познакомиться с кочевыми народами Чукотки и Якутии – шанс, который выпадает не всем. Алексей Енейкин был отобран в экспедицию, которую Русское географическое общество организовало вместе с Минобороны России. Вспоминают, некоторые народы Крайнего Севера до сих пор живут в самодельных жилищах, ярангах. Собирают их из деревянных шестов, покрывают оленьими, моржовыми шкурами. Отведал Алексей Енейкин и местные гастрономические изыски – лакомства из кожи кита, мантак. Такое название блюду придумали чукчи. Они-то больше всего и впечатлили нашего коллегу. Например, носителей юкагирского языка на земле осталось лишь 20 человек. Он чем-то даже на чувашский похож, говорит Алексей. Есть народы, 3 человека остались, которые говорят на своем языке. Вот неделю назад эта информация вышла, что скончался в России последний носитель алиутского языка. В нашей республике говорящих на национальном языке сегодня немало, но опасения, что через какое-то время чувашский превратится в мертвый, не беспочвенный. По данным регионального Минобра, если 4 года назад чувашский язык изучали 84% школьников, то сейчас меньше 50%. Связано это с тем, что национальный язык сегодня в школах доступен исключительно по решению родителей. Пока в правительстве думают над тем, как переломить эту тенденцию, чувашские активисты начали с малого. Отныне традиционные встречи с путешественниками будут проходить не только на русском, но и на чувашском. Я все понимаю на чувашском языке. Есть философские слова, которые, может, я не понимаю, но я их учу. Поэтому для меня сегодняшняя встреча – это эксперимент, и я надеюсь, все пойму. Если не пойму, спрошу у соседа. Соседей, знающих чувашский, набралось немало. Некоторые специально приехали из муниципалитетов, чтобы послушать чукотские истории. Даже на Крайнем Севере Алексей Енейкин нашел людей, говорящих на чувашском. И это в первую очередь благодаря любопытству нашего коллеги. Алексей пошел дальше. Чукчи, доселе ни разу не слышавшие чувашскую речь, теперь передают приветы на нашем родном. А нам, живущим в Чувашии, это языковое богатство необходимо лишь беречь. Оттого встречи клуба путешественников на национальном языке планируют продолжить и дальше. Вероника Павлова, Михаил Солин, Вести Чуваша.